На данном видео я хочу поделиться своим мнением о бизнесе Amway, о возможностях, о том, можно ли с Amway построить серьезный большой бизнес. На сегодня компания Amway является лидером мирового сетевого маркетинга. Практически он не уступает эту планку первенства уже очень многие годы, даже последние, наверное, десятки лет она до сих пор признанный лидер. Но что хочется мне сказать на этом видео. Я не хочу делать следующую презентацию, следующую мотивирующую презентацию или следующее мотивирующее видео. Я просто хочу поделиться своим мнением и видением этого бизнеса с точки зрения начинающего дистрибьютора. Сейчас 2014 год, и надо понимать, что компания Amway, она была создана в 1959 году, ну и прошло огромное количество лет, практически 50 с лишним лет. Так, и бизнес Amway присутствует практически во всех странах мира. Ну, в общем, кроме континента Африки, наверное, Amway уже везде. И когда приглашают в компанию Amway и, допустим, предлагают вам бизнес и уверяют в том, что там можно будет построить бизнес, особенно в России, допустим, да, ну я все-таки в России живу, мы в России живем, и видео я делаю для россиян, то мне кажется, что на сегодня уже тренд компании Amway, он уже в плане динамики угас, не то что несколько, он уже сильно угас, и он развивается не так динамично, как это было в конце прошлого века, это, скажем, 1995-2000-е годы, когда компания Amway еще никто не знал, еще рынки не были открыты, официально компания Amway еще в России не работала. Но тем не менее, впервые о продукции компании Amway я услышал где-то в 1998 году. Читал в книгах, есть такая сетевая компания Amway, но реально мне предложили продукт где-то в 98 году. В 2000 году я услышал уже, то есть увидел реальных дистрибьюторов, предложили товар, это моющее средство. Но тогда я не решился сотрудничать с этой компанией. Почему? Потому что это была венгерская линия. В общем, по официальной политике Amway в неоткрытых странах бизнес еще не был разрешен. И тем не менее, хотя наши россияне уже тогда начинали вести бизнес. И вот этот момент, это был самый благостный, самый интересный момент для тех, кто начинал бизнес Amway. И многие дистрибьюторы, которые достигли успеха, это именно те, которые начинали примерно в 2000 году, в конце прошлого века, в начале нашего. Но сегодня, что есть сегодня? Дело в том, что компания Amway теперь знают все, и редко кто не знает уже компанию Amway. И начать в этой компании бизнес, уже исходя из своего собственного опыта и понимания видения бизнеса вообще в мире, я понимаю, что уже тренд Amway, конечно же, это тренд прошлого века. Но почему я об этом говорю? Потому что не хочу сказать, что это плохой бизнес. Нет, ни в коем случае, конечно. Дело в том, что я до сих пор пользователь продуктов этой компании. У меня есть свой аккаунт до сих пор. Я НПА, независимый предприниматель Amway, но статус обычного потребителя. У меня был 12% уровень. Но это я не бизнесмен, не предприниматель в этом смысле. Я такой, возможно, был неплохой пользователь. Но я решил поискать другие предложения, другие тренды. Ну, в общем, у меня с Amway, что с Amway теперь на самом деле происходит у меня? У меня структура была 60 с лишним человек. Это, конечно, маленькая структура, ну, практически для серьезного бизнеса это ни о чем на самом деле. Но, тем не менее, из 60 с лишних человек на сегодня осталось вот в списке, допустим, до 12, по-моему, человек, и теперь никто из них не работает. Ну, понятно, в том числе и я. Мы не ведем ни бизнеса, то есть мы не ведем ни семинаров, ничего, никаких занятий. И наши платиновые, в принципе, даже бриллианты наши, они несколько поугасли. Если раньше они
каждый квартал ездили в небольшой провинциальный город, такой как Абакан, да, в Хакасии. Они могли приезжать, допустим, ну, в полгода хотя бы один раз, то в последнее время бриллианты в Абакане вообще не появляются, последние 5 лет, допустим. Это говорит о том, что динамика бизнеса Amway угасла, и идея компании Amway, она уже в плане бизнеса, я еще раз хочу подчеркнуть, в плане бизнеса она теперь уже не рассматривается как серьезное какое-то предложение для начинающего дистрибьютора. Многие остановились на том уровне, какие у них были года 3 назад, да, или 5 лет назад. Серьезных продвижений среди тех знакомых, которые у меня есть, я не вижу. Как платина были, так они становятся на уровне платина. Многие даже сошли с этого уровня. Ну вот, поэтому, когда вот предлагает компания Amway, я, допустим, уже морально и нет, не физически, а морально я уже с этим бизнесом свою жизнь уже никак не связываю. Хотя, еще раз повторяю, что это очень шикарная, интересная компания. Здесь товары довольно неплохие. Бизнес интересный, он легальный, он официальный, он относительно неплохой. Но, тем не менее, это уже тренд прошлого века. Поэтому, вот мое мнение, что если вы будете делать бизнес Amway, то лет 10-15 вы точно потратите на то, чтобы сделать хотя бы уровень изумруда. Ну, на бриллианты, думаю, наверное, еще больше потратите. Ну, есть ли смысл в этом 10 лет тратить на бриллианты, допустим, хотя можно за 3 года в других трендах подняться на уровни за 3-5 лет намного серьезнее, если рассмотреть другие варианты бизнеса. Какие-то варианты мы об этом будем говорить в следующих видеоуроках, но на данном случае акцентирую внимание о том, что для меня бизнес Amway он завершился в плане тренда. Теперь я рассматриваю другие предложения и ищу другие интересные системы именно бизнеса. А они есть в сегодняшнем глобальном мире. И я на следующем видеоуроке об этом хочу с вами поделиться. Что за это тренды такие интересные. Ну вот, на данный момент я завершаю свой небольшой видеоурок по поводу компании Amway. Если вам предлагают бизнес Amway, ну, конечно, сами выбирайте, сами смотрите. Я тут вам не советчик. Дело в том, что за тот период развития Amway, да, ну, скажем, за 15-летний период развития компании Amway в России, основная масса предпринимателей сделали свой бизнес с 2000 по 2005 по 2007 годы. Это основная масса успешных предпринимателей. Это был золотой период Amway для России. А дальше уже динамика спала, она причем сильно спала. И я думаю, что цифры вот, по привлечению дистрибьюторов и новых предприниматели, они уже не такие быстрые, как раньше. Допустим, за 2 года можно было сделать платину. Сейчас платину за 2 года практически нереально. Тем более бриллианты, если делать, или изумруда. Это десятилетие нужно потратить на то, чтобы выйти на уровень $10 000 в месяц. На этом я завершаю свое видео небольшое такое. С вами был Сибдей Том.